Халява. Этот термин обозначает легкую добычу. То, что досталось даром, без труда, без усилий, случайно, по стечению обстоятельств. Халява – это благо, не отягощенное собственным трудом. Если обычно халява понимается как нечто объективно существующее, то для некоторых чеченцев с недавних пор это некое вселенское благо, источником которого воспринимается президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Чтобы убедиться в этом, необходимо всего лишь дождаться окончания ежедневной пятничной молитвы в центральной мечети города Грозного. Если до последнего времени мы, чеченцы, привыкли зарабатывать своим трудом и отказывались воспринимать и осмысливать попрошайничество как позорное и постыдное действо, то сейчас это явление, к большому сожалению, становится нормой повседневной жизни. И если в обычном понимании доминирует принцип «дают, бери, бьют, беги», то в наше сознание незаметно входит в обиход новый и отличный от общепринятого жизненный принцип «дают, бери, не дают, беги и проси». Напомним предысторию этого принципа и события, который и стал убедительным и ярким примером позорного для чеченского общества явления. 27 февраля президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел встречу с жителями республики, которые обратились к нему после пятничной молитвы в центральной мечети в сердце Чечни с просьбой оказать посильную помощь. В основном все проблемы страждущих касались тяжелого материального положения. В ходе встречи президент помог решению проблем более 40 граждан республики. После такого внимания со стороны Кадырова уже к следующей пятнице народ коллективно хлынул к мечети. В этот день площадь перед центральной мечетью была забита до отказа новыми ходоками. Причем эти ходаки выступили таким широким фронтом, что вся проезжая часть проспекта Исаева какое-то время была полностью заблокирована. За несколько часов до пятничной молитвы на территории, прилежащей к мечети, можно было наблюдать интересную картину. Примерно 1000 человек уже с утра заступили на дежурство в ожидании главы республики. Самое отталкивающее в этом необычном зрелище – это то, что это постыдное действо для некоторых категорий граждан уже стало нормой и воспринимается как нечто само собой разумеющее. Вот и на этот раз электорат приступил к дежурству, пытаясь досчитать, где и когда может оказаться президент, в какую сторону он направится после выхода из мечети. Любопытный момент. Ни один из страждущих так и не совершил пятничную молитву. Их ждали более великие дела. И вот, свершилось. Все это было бы простительно и даже возможно, если бы все это происходило где-то там, в другом обществе, в другом измерении. Не здесь и не у нас. Но, увы, в этих людях уже погибла душа. Погибла не физически, духовно. Погибла память предков, память тех, кто не прогнулся пылающим Дади-Юте, память тех, кто не сломился в годы депортации в далеком и голодном 44-м. Погибло все, что позволяло им, нашим предкам, гордо заявлять о себе: «Я чеченец». Так что же стало с нами? С нами, чьи предки ставили превыше всего культ чести и человеческого достоинства. И если мы до последнего времени не замечали, насколько актуальна эта проблема, то эта проблема напомнила нам о себе, заставила нас обратить на нее внимание и ужаснуться. То, что сегодня глава республики лично встречается с жителями республики на местах и оказывает им необходимую помощь и поддержку, не что иное, как проявление этики милосердия. Президент понимает, что в постконфликтной ситуации чеченскому обществу, которое с трудом выкарабкалось из двух военных кампаний, как воздух необходима поддержка, внимание и забота со стороны властей. Именно поэтому активными темпами ведется строительство жилья, возрождаются из руин города, восстанавливаются коммуникации, создаются рабочие места и, главное, оказывается индивидуальное внимание к тем, кто опален войной и не может самостоятельно встать на ноги. Как понять, когда вполне здоровые люди, отталкивая коллег из грабленных старушек, лезут в ряды просителей с назойливыми требованиями и просьбами выделить им земельный участок или дом? Как понять человека, который протягивает руку с просьбой об оказании помощи, приобретении отары овец или на строительство дома для сына, который женат и хочет жить отдельно? Такого рода челобитие – не что иное, как попытка паразитировать на том, чье отношение к родному народу, чье мужество и патриотизм возрождают республику из праха. Любопытная деталь. Когда главы администрации районов начинают подробно изучать просителей и их проблемы, то вдруг выясняется, что люди, мягко говоря, не совсем честны. У одного такого просителя оказывается добротный дом и 6 сыновей. Да и сам мужчина здоров, дай бог каждому. У другой квартира сдана в наем, а себе решила добыть другую. Кто-то может возразить, мол, у этих людей есть оправдание, безработица. Но речь идет вовсе не о заработке миллионного состояния, а о том, что можно и нужно чем-то заниматься, а не метаться в поисках подаяния. Вот почему все те, кто обращается к президенту с просьбой о помощи, не говорят о том, что они не могут работать, а лишь говорят о том, что им необходимо для хорошей жизни. В тот день, когда женщины осаждали городскую администрацию, произошла одна сцена, по своей сути, ставшая оценкой происходящему. Одна из женщин на вопрос, что ее сюда привело, какие проблемы, ответила просто:
Я видела по телевизору, как Рамзан Кадыров раздавал мэрии по 50 тысяч рублей, и с тех пор я не могу спокойно заснуть. У меня болит сердце от мысли, что меня в тот день не оказалось здесь. Как говорится, комментарий излишним. Именно из-за таких разрешенных сердец и эмелькиных настроений о чеченцах складываются анекдоты. Сидят и беседуют еврей и чеченец. Еврей говорит чеченцу: «Я в детстве мечтал найти чемодан с деньгами». На что чеченец отвечает: «Все чеченцы по сей день об этом мечтают». Авторы этого анекдота, видимо, пытались найти общее между двумя народами. В результате мечта найти деньги. А мечты они такие. Слово «работать» в принципе не фигурирует. А может, надежда на ману небесную – это отголоски из палаточных лагерей, в которых наш народ в свое время был вынужден проживать. Возможно, беда в том, что некоторые до сих пор не могут избавиться от статуса вынужденного переселенца. Это некий синдром беженца. Под термином синдрома беженца в данном случае подразумевается период с 1999 по 2003 год. Именно этот отрезок времени десятки тысяч наших сограждан находились за пределами Родины и жили благодаря гуманитарной помощи. Помнится, на одном международном семинаре из уст руководителя иностранной гуманитарной организации прозвучало, что чеченцы любят гуманитарку, потому что это дармовщина. А дармовщина, по его мнению, была и есть реальность чеченской жизни. В ответ на возмущенное возражение прозвучали примеры повторных обращений граждан из Чеченской республики, которым помощь была оказана по несколько раз. Возразить, как говорится, было просто нечего. Необходимо признать, есть среди нас и такие, кто считает, что в их бедах виноваты все, и потому им полагается долгая и безмятежная жизнь. Понятно и горе, и тяжесть прошедших лет. Понятно и то, что там, в чужом регионе, не было иного выбора, кроме как зарегистрироваться и ждать очередной партии гуманитарки. Но, увы, именно это чувство постоянного ожидания продовольственной помощи теперь переходит в нечто другое, постоянную надежду очередного подаяния. Причем, независимо от того, кто ее и как окажет. Речь вовсе не идет о той категории людей, которая лишена всякой возможности на самостоятельное существование. Речь идет не о тех, кто в этой помощи действительно нуждается. Помощь и рознь. Благо, если она оказывается во имя спасения. С испокон веков чеченцы славились тем, что сами, независимо от лихолетия, находили свой кусок хлеба, строились и делали все возможное, чтобы на них не указывали пальцем. Вот, мол, он не может покормить семью. Чеченцы не просили подаяния, каждый принадлежал к определенному роду, а родичи, в свою очередь, никогда не позволяли ближнему дойти до сумы. У человека мог пасть скот, сгореть дом, но родственники не давали ему пасть духом. Самый состоятельный отдавал пострадавшему на год-два весь свой скот. Приплод и настриг делились пополам. Когда чеченец не мог своими силами построить дом, то он прибегал к такому красивому и благородному обычаю, как белхи. Люди приходили сами, добровольно, с радостью и огромным желанием помочь нуждающемуся. Неужели мы уже не те чеченцы? Неужели чеченским обществом правит уже не честь и достоинство, а власть золотого тельца? Если наше общество не придет к золотому правилу «не поработал, не заработал», то мы будем обречены заживо гнить со своими грезами о сладкой и безмятежной жизни на халяву. В завершение приведем слова из дневника русского солдата Сергея Беляева, находившегося в период Кавказской войны 19 века 10 месяцев в плену у чеченцев. Чеченцы очень бедны, но за милостыней никогда не ходят и не любят просить, и в этом состоит их моральное превосходство над остальными горцами.